войной в руках солдат, дошедших до победы. Он рвался вверх по выбитым ступеням и взвился гордо там, где раньше не был, как вызов всем фашистам-палачам. Он продолжал сражаться под Москвою и ранен был, и поднимал бойцов, что шли в атаку на врага стеною, и поднимал отважных храбрецов. Увеянный победами и славой, ликуя там, где лишь вчера был враг, прославленный великою державой, над миром реял краснозвездный флаг. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Трибуны Мавзолея маршал Советского Союза Жуков обратился с речью к войскам Красной Армии, к рабочим, колхозникам, интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. «Отечественная война завершена», — сказал маршал Жуков. «Над фашистской Германией одержана победа, какой еще не знала история. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза Сталин». Воины-победители пронесли мимо Мавзолея свои боевые знамена, овеянные бессмертной славой многочисленных побед.
лучшие люди фронтов. Летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы. Русская пехота, потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага, били наверняка по всем правилам сталинской военной науки. Колонна военно-морского флота, защитники Одессы, участники героической обороны Севастополя, города бессмертной славы, балтийские комендоры, уничтожавшие немецкие дивизии у стен Ленинграда. Биге улустан Рияна олана улуспут 14 редакция нелеңелата. Онтан 2 сүйсалтуынвеске сергеңірілдігіді. Ағадайды 2 сәритігер. Умантан арас қайысқаға арғадеке әлбәқебі үңірілдігіді. Онна иліндеке Китай крайнистатыгар Япония бағалағы тәргейгер. Оны ұңырылды бұттар. Онда сорақтара үйлі болғанығар ұңырылды бұттар. Онтан сәрі бүппетін кәнеттен әтті 3 жерден алтары кеге тыында орқы әргелден кәлбеті. Онна ала сәрі қоны ұтығар қал бұттар. Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции России. Смотрите и слушайте Москву. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней.
26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям,
павшим за свободу и независимость нашей Родины.
во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом.